Добрый вечер. В эфире очередной выпуск информационного канала «Чечен-Инфо». Это программа для тех, кто хочет быть в курсе событий современного общества и не теряться в потоке информации. Концепция технологии программы предусматривает максимально оперативное получение материалов новостных лент. Все это создает полноценную картину информационной недели Чеченской Республики. В один час уместились обзор событий минувшей недели, обзор сетевых ресурсов, история республики в зеркале времени и несколько сюжетов на темы прошедшей недели. На этой неделе в обойме событий Грозненский сквер «Строитель», реконструкция которого была начата в апреле текущего года, открытие птицефабрики на территории Госхоза Центароевский, республиканский выпускной бал, закон Чеченской Республики о социальной поддержке спортсменов и многое-многое другое. Все это в течение часа здесь и сейчас. Цель программы не нагнетание ситуации, а оперативное информирование, которое даст телезрителям возможность ориентироваться в информационном потоке. Сегодня в программе. Открытие птицефабрики на территории Госхоза Центароевский, республиканский выпускной бал, закон Чеченской Республики о социальной поддержке спортсменов и их тренеров. Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Чем сегодня живут чеченские женщины? Какие чаяния переполняют их хрупкие сердца? Об этом и не только в сюжете Тагира Салаханова в еженедельной рубрике «Дайджест Инфо». В Грозном пройдет Кубок мира по армрестлингу. Власти Чеченской Республики значительно продвинулись в работе по защите прав и свобод человека. Оптовые поставщики нефтепродуктов подозреваются в ценовом сговоре. Ченет-Инфо с обзором событий глобальной сети интернет за минувшую неделю. Начиная с 1 июля в России вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса. Однако первым, кто выступил против одноруких бандитов, стал президент Чеченской Республики. Случайно ли это? Об этом в еженедельной рубрике «Тема» размышляет Магомед Нухаев. Приезд Льва Толстого в укрепление Староюртовское, упразднение Веденского и Аргунского округов, разгон Первой Государственной Думы, хронология памятных дат истории Чеченской Республики, возвращенные из небытия. Три мальчика из Дади-Юрта – Айбулат Розен, Петр Захаров и Бота Шамурзаев. Вывезенные с родины, все они стали знаменитыми людьми, но по-разному сложились их судьбы. Рубрика «Жизнь замечательных людей» с рассказом о жизни и судьбе офицера Боты Шамурзаева. Рубрику «Экспресс-инфо» отличает динамика подачи информации, острота событий и изящные приемы подачи материала. Это 10 минут полезной информации в 10 динамичных сюжетах о наиболее ярких событиях прошедшей недели. Автор рубрики Рустам Мугаев стремится не только не упустить всех деталей, но и найти в теме оригинальный поворот, ответвление которого не было в других информационных программах. Напомню, в качестве документальной базы этой рубрики, как и всегда, используется оперативная съемка новостной редакции нашей телекомпании. Рубрика «Экспресс-инфо» о наиболее ярких событиях прошедшей недели. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на этой неделе посетил Грозненский сквер «Строитель», реконструкция которого была начата в апреле текущего года. По замыслу архитекторов проект нового сквера представляет собой парковую зону отдыха. Здесь планируется построить 5 фонтанов. Самый большой из них – фонтан Гейзи, расположен в центре. Остальные 4 по периметру территории зеленой зоны. Также парковая зона отдыха включает в себя аттракционы для детей и взрослых, игровые площадки, бассейн длиной 100 метров и двухэтажный ресторанный комплекс. Кроме того, на территории сквера восстанавливается кинотеатр, который был построен еще в 60-е годы прошлого столетия. Центральный вход будущего комплекса украшает великолепная арка. Общая площадь сквера составит свыше 4 гектаров. Как отмечают в администрации Грозного, сквер «Строитель» должен стать одним из самых красивых мест чеченской столицы. Его открытие приурочено ко Дню чеченской женщины, который впервые будет отмечаться 20 сентября текущего года. В Кучулыевском районе открылась первая за 20 лет птицефабрика. Сообщается, что в России существует всего несколько аналогов такой птицефабрики. Она расположена на территории Госхоза Центароевский. В церемонии открытия принял участие президент республики Рамзан Кадыров и другие официальные лица региона. По словам Кадырова, уже через 2 месяца птицефабрика выдаст первую продукцию. Ежегодно она сможет давать 500 тонн птичьего мяса. Здесь имеется убойный цех, холодильник, кормоцех, жилой дом для отдыха персонала. Фабрика оснащена самым современным оборудованием. В настоящее время в Госхозе завершается строительство молочно-товарной фермы, зернотока, административных корпусов и других объектов.
Сегодня на учете в онкологическом диспансере Чеченской Республики состоит 12 тысяч граждан Чеченской Республики, в том числе 270 больных детей. Главной причиной роста злокачественных новообразований является загрязнение воздуха, почвы и воды. Ввиду важности проблемы онкологических заболеваний, в 2010 году в Грозном будет сдан в эксплуатацию крупный онкологический центр, который станет одним из лучших на Северном Кавказе. Об этом на этой неделе сообщил заместитель министра здравоохранения Чеченской Республики Рукман Бартиев. Строительство центра, по его словам, начато 1,5 года назад по поручению президента Чеченской Республики. Общая площадь планируемого лечебного комплекса составит более 3800 квадратных метров. Планируется, что в новом онкоцентре будет размещаться стационарное отделение на 400 койко-мест и поликлиника. Здесь же будет возведен корпус лучевой диагностики, 5-этажный хирургический корпус с операционным блоком и отделением анестезиологии и реанимации. Участникам незаконных вооруженных формирований больше не будет предоставлена возможность амнистии, сообщил на этой неделе журналистам президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Всех их ожидает прямая дорога в тюрьму. По словам Кадырова, местные власти не один год уговаривали их вернуться к мирной жизни, и сегодня этот шанс окончательно потерял свою силу. Выступая на празднике, посвященном 5-летию создания полка спецназа имени Ахмата Кадырова при МВД Чеченской Республики, Рамзан Кадыров подчеркнул, что даже тех, кто захочет вернуться домой, ждет прямая дорога в тюрьму. В эти же дни министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов сообщил, что благодаря скоординированным, четким и слаженным действиям в совместных операциях МВД по Чеченской Республике и МВД по Республике Ингушетии удалось в значительной степени помешать передвижению членов незаконных вооруженных формирований из одной республики на территорию соседних регионов. Дни культуры Самарской области пройдут в Чеченской Республике в течение ближайшего времени. Ожидается, что в республику прибудут гости из Поволжья, в числе которых и артисты Государственного Волжского русского народного хора имени Милославова, инструментальный квартет Самарской государственной филармонии, джазовый дуэт Игоря Гейтмана и другие. В театрально-концертном зале Грозного в рамках праздничного концерта на суд зрителей будет представлена программа песен и танцев народов Поволжья. Дни культуры Самарской области Чеченской Республики пройдут в рамках договоренности о взаимовыгодном сотрудничестве между регионами, достигнутых в свое время президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и губернатором Самарской области Владимиром Артяковым. Согласно этой договоренности, в следующем году пройдут Дни культуры Чеченской Республики в Самарской области. Парламент Чеченской Республики утвердил кандидатуры 8 мировых судей, рекомендованных коллегией судей и представленных на рассмотрение президентом Чеченской Республики. Обращаясь к судьям с напутственным словом, председатель парламента Чеченской Республики Дуквах Абдурахманов отметил, что в своей деятельности новоизбранным необходимо руководствоваться принципами справедливости и прилагать усилия для защиты интересов и прав граждан Чеченской Республики. Напомним, что согласно республиканского закона о мировых судьях в Чеченской Республике, в регионе должно действовать 66 мировых судей. К настоящему времени утверждено 65 человек. С 1 января 2010 года ставка земельного налога в Чеченской Республике возрастет в 10 раз. Соответствующее постановление правительства Чеченской Республики подписал на этой неделе председатель правительства Чеченской Республики Адес Байсултанов. Речь идет о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности в пределах и за пределами границ населенных пунктов, передаваемых по договору купли-продажи в собственность. Постановление принято в целях повышения эффективности использования земель и земельных участков на основании статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона о введении действия Земельного кодекса Российской Федерации. Контроль за выполнением данного постановления возложен на заместителя председателя правительства Чеченской Республики, руководителя администрации президента республиканского правительства Магомеда Селимханова. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров подверг критике работу некоторых глав районных и городских администраций республики. Претензии главы республики касаются вопросов разработки предложений для включения их в перечень проектов и объектов инвестирования. По мнению главы республики, представленные главами правительства предложения экономически не обоснованы, они разработаны без соответствующей оценки и анализа социально-экономического положения в районах. В частности, представленные в предложениях дублируют объекты, уже включенные в федеральную целевую программу. Президент также подчеркнул необходимость сосредоточить силы на развитие малого и среднего бизнеса, что позволило бы без больших затрат наладить производство и решить проблему безработицы. Кадыров подчеркнул, что чиновникам необходимо изменить отношение к своей работе, в противном случае им грозит увольнение.
На этой неделе в Грозном прошел республиканский выпускной бал. Красочное шоу, посвященное выпускникам школ Чеченской Республики, состоялось в театрально-концертном зале столицы республики. Выпускникам, окончившим школу золотой медалью, аттестаты вручал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По сообщению Министерства народного образования Чеченской Республики, на золотую медаль в этом году школу окончили 46 выпускников, 66 человек на серебряные медали. В целом, в нынешнем году выпускниками стали более 30 тысяч школьников. По окончании официальной части для выпускников был дан праздничный концерт звезд чеченской эстрады, а завершилось действо красочным фейерверком. Согласно существующим правилам, распорядиться средствами материнского капитала можно не ранее, чем по истечении 3 лет со дня рождения или установления второго или последующих детей. Его можно использовать на покупку или строительство жилья, либо на образование ребенка. Тем не менее, в виде исключения, с 2009 года материнский капитал можно направить на погашение кредита, взятого на покупку или строительство жилья, независимо от возраста ребенка. Также все владельцы сертификата на материнский капитал, вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения, установления второго или последующих детей, имеют право на единовременную выплату 12 тысяч рублей, которая будет перечислена на указанный заявителем счет единым платежом. Об этом было заявлено в СМИ на этой неделе. Отметим, только с начала года сертификаты в Чеченской Республике получили свыше 9 тысяч семей, а в целом, начиная с ноября 2007 года, около 40 тысяч семей. Сегодня сумма капитала составляет чуть более 312 тысяч рублей. В республике открыта горячая линия, куда уже обратились за помощью около 13 тысяч человек. Закон Чеченской Республики о социальной поддержке спортсменов высших достижений и их тренеров принят в первом чтении депутатами парламента республики. По словам члена комитета по вопросам социальной политики Руслана Бетр-Ахмадова, принятие этого законопроекта обусловлено необходимостью материального стимулирования спортсменов и тренеров, имеющих выдающиеся достижения перед республикой. Такое стимулирование спортсменов и тренеров приведет к массовому вовлечению населения республики в физкультуре и спорту, что в свою очередь отвлечет детей, подростков и молодежь от антисоциальных проявлений, заверил Бетр-Ахмадов. Порядок оказания социальной поддержки будет установлен правительством Чеченской Республики. Имя чеченской женщины овеяно легендами и ореолом чистоты и непорочности. На протяжении всей нашей истории они были верными спутницами и надежной опорой для нас, для мужчин. В новейшей истории на долю чеченской женщины выпали тяжелые испытания, которые они выдержали с честью. Именно они, по сути, перенесли на своих плечах всю тяжесть огненного лихолетия. Чем сегодня живут чеченские женщины? Какие чаяния их переполняют? Об этом и не только. Тагир Салаханов в еженедельной рубрике «Дайджест Инфо». Вглядываясь в чистые лица чеченских женщин, каждый раз восхищаешься прекрасным творением Всевышнего. Воистину, Бог знал, кому предоставить право продолжения рода человеческого. Особое почитание женщины-матери у чеченцев издревле считается обязательным условием существования общества. Мужчина только хозяин дома, а женщина – хранительница очага. Женщина-мать пользовалась уважением у всех народов, но на Кавказе у нее особый статус. Слово «женщина», «нана» для любой чеченской женщины, да и не только женщины, я думаю, что это воплощение добра, мира и созидания. Человек, воспитанный добропорядочной чеченской женщиной, он обязательно будет патриотом своего народа, своей республики и своей страны. Он никогда не обидит ни имущего, больного, немощного. Он никогда не согнет спину перед власть придержащими. Он никогда не обидит женщину. К примеру, величайшим позором считалось непочитание матери и ее родственников. Подчеркивая уважение к родственникам своей матери или своей жены, мужчина был обязан сойти с коня прямо при въезде в село, где они живут. Стоило кровному врагу коснуться подола любой женщины из рода кровника, как оружие, направленное на него, убиралось в ножны. Теперь он под ее защитой. Известно также, что при самых тяжелых столкновениях, ссорах между мужчинами, даже между кровниками, когда появлялась женщина и бросала свой платок между ними, уважая ее, противники прекращали поединок. Такое же уважение и к сестрам, и женам, как будущим и настоящим матерям. Слово «мама» первое в нашей лексике, и оно остается святым до конца наших дней. Мы произносим его в трудную минуту, невольно прося ее о защите. Произносим в радости, благодаря за подаренную жизнь. Слово «чеченец». Этим все сказано. От нохчеллях элибдинул стагуй из вилха волхах безденгалях волхарвас.
То, что женщины – надежная опора для нас, мужчин, подтвердили драматические события в Чеченской Республике последних 15-20 лет. На хрупкие плечи наших женщин, вне зависимости от национальностей, легло тяжкое бремя – спасать мужчин. И они с честью выполнили этот долг. Много примеров мужества женщины, матери можно привести. Сотни, если не тысячи спасенных мужских жизней. Каждодневная забота о добыче пропитания. И, конечно, как и всегда, воспитание детей. Это лишь малая часть тех каждодневных испытаний, того ежедневного подвига, выпавшего на долю наших женщин, по глупости мужчин, решивших поиграть в большую политику и победоносную войну. Я очень рада и горжусь тем, что у чеченской женщины хватило мудрости понять, что в создавшейся ситуации не виноваты чеченские мужчины. Это федеральный центр того времени, меняя общественно-политический облик страны, на время ослабил контроль над подвластной ему территорией. Что из этого вышло, мы все с вами знаем. И поэтому женщина, чеченка, она превратилась и в защитницу, и в добытчицу, и в кормилицу, порой единственную в семье. Но у меня возникают опасения, что чеченским мужчинам это несколько понравилось. И вот этот фактор иждивенчества, он несколько затянулся. Да, конечно, есть и безработица. Да, конечно, трудно устроиться на работу. Но есть же собственные огороды. Есть же возможность, у нас же бурьяном заросли. Угодья. А мужчины работать не хотят. Они, в общем-то, привыкли вот к этой... А все-таки надежда на изменения, на лучшее есть? Думаю, Скажем, в сердцах женщин. Думаю, что да, потому что рано или поздно все равно кормить свою семью – это святая обязанность любого чеченского мужчины. Высокое имя чеченской женщины, ее подвиг во имя народа был по достоинству оценен. Указом президента Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова каждое 3-е воскресенье сентября будет отмечаться День чеченской женщины в ранге государственного праздника. После всего пережитого и того, что ими сделано для нас, мужчин, чеченская женщина, как ни одна другая в мире, заслуживает уважительное отношение к себе. Тем не менее, хамство мужчин по отношению к ним, подчас от тех, кто призван стоять на страже законности и порядка, повергают в уныние. Можно сказать только одно. Уже одним этим они расписываются под тем, что они не мужчины и не чеченцы. Я не думаю, что чеченские мужчины уж так больно плохо относятся к чеченской женщине. Иначе мы бы такие прекрасные песни о наших мужчинах, о любви, о жизни, жизнеутверждающие песни не создавали бы. Да, наверное, нам не каждый день дарят букеты цветов, а иные, наверное, даже и умирают, вовсе не получив в жизни ни один букет цветов. Нам каждый день не поют дифирамбы, но мы с детства приучены к тому, что мужчина – это наш защитник, это наша опора, это будущее. Равняясь на него, должны расти наши дети. И поэтому, как бы тяжело не было чеченской женщине, порядочная чеченская женщина при своих детях, да и при чужих тоже, не будет хаять отца своих детей, не будет плохо говорить о родственниках мужа или же своих собственных мужчинах. Ибо не зря же говорят, из него мужчину сделала она. Мне кажется, наши мужчины действительно онхой, но им всегда нужна вот именно та оправа из чеченской женщины, которая из них действительно делает настоящих онхой. Женщина несет в мир жизнь, любовь, красоту и нежность. Это ее великое предназначение. Для каждого уважающего себя мужчины внимательность, отзывчивость и предупредительность в отношении с женщиной должны стать вопросом чести. Мужчины, не забывайте, что нашим матерям, сестрам и женам мы обязаны тем, что сумели выстоять и выжить как народ в годину самых тяжких испытаний. Мне бы очень хотелось бы, чтобы со мной разговаривали, как подобает разговаривать с чеченской мужчиной. Война закончилась, КТО отменили.
Наверное, пора перестать человеку с ружьем быть хозяином на нашей улице. И если меня ни в чем криминальном не уличили, разговаривать со мной при помощи приклада автомата, я имею в виду не только себя, я еще за себя могу постоять, но с моими сестрами, с женщинами чеченскими, я думаю, что пора поставить этому заслон. И нужно научиться нам все-таки хотя бы теперь говорить друг другу правду. Дорогие женщины, никогда не забывайте о том, что мы вас любим и благодарны вам за все, что вы для нас сделали. Всесильный интернет о Чеченской Республике. Что говорят о нас на сетевых ресурсах? На прошедшей неделе говорили о том, что в Грозном планируется провести Кубок мира по армрестлингу, что власти Чеченской Республики значительно продвинулись вперед в работе по защите прав и свобод человека, и что республиканские оптовые поставщики нефтепродуктов подозреваются в ценовом сговоре. Ченет.Инфо с обзором событий глобальной сети интернет за минувшую неделю. Большой резонанс на прошедшей неделе электронных средств массовой информации вызвало соболезнования президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова родным, близким и всем поклонникам Майкла Джексона в связи с кончиной великого певца. Ситуация в том, что большинство пользователей сети даже не подозревало, что обладатель знаменитой лунной походки по вероисповеданию был мусульманином. Именно поэтому у некоторой части сетевиков соболезнования главы Чеченской Республики вызвало по меньшей мере удивление, потому что они об этом услышали впервые. Напомним, что в тексте соболезнований президента Чеченской Республики было отмечено, что Майкл Джексон, как и положено мусульманину, стойко и мудро перенес все испытания, выпавшие на его долю. Президент отметил, что с уходом Майкла закончилась целая эпоха мировой музыкальной культуры. В Чеченской Республике хорошие строители. Всегда так было еще со времен Советского Союза, отметил председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с министром образования и науки Российской Федерации Андреем Фурсенко. Об этом сообщили в глобальной сети на этой неделе ряд электронных изданий. По словам сетевиков, на встрече Фурсенко проинформировал премьер-министра о подготовке Минобразования и науки к следующему учебному году, а также рассказал об итогах своей поездки в Чеченскую Республику. Фурсенко отметил, что подготовка к новому учебному году в республике идет активными темпами. Цитирую: «Идут серьезные капитальные ремонтные работы, несколько новых школ будет введено в строй. И самое главное, что подготовка началась на следующий же день после завершения учебного года». Конец цитаты. По словам министра, в настоящее время в области образования Чеченской Республики сделано очень многое. В Грозном планируется провести Кубок мира по армрестлингу. Об этом на прошлой неделе с подачи чеченских сетевиков сообщили сетевые ресурсы. Судя по сообщению, пользователь всемирной паутины, тренер главной сборной Чеченской Республики по армрестлингу Рустам Абдулазиев поделился, что в ходе встречи в Москве с президентом Федерации России по армрестлингу Александром Филимоновым была достигнута договоренность о проведении в Грозном Кубка мира. Следует отметить, что Абдулазиев является основоположником этого вида спорта в республике, является членом Федерации России по армрестлингу и участником Кубка мира в 2008 году. Проведение такого турнира в республике делает для нас большую честь. Я знаю, что президент Рамзан Кадыров оказывает всестороннюю помощь в развитии спорта. Хотелось бы, чтобы он обратил внимание и на нас, сказал Абдулазиев в этой связи.
В Чеченском государственном педагогическом институте состоялось открытие первого библиотечно-компьютерного центра. Главные задачи центра – совершенствование традиционного и освоение новых библиотечных технологий, повышение их качества на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. Компьютерный зал оснащен 52 современными компьютерами, которые подключены к сети интернет. Программное обеспечение позволяет решать практически все задачи, стоящие перед студентами. При необходимости помощи им оказывают и опытные операторы. Фонд библиотеки насчитывает около 400 тысяч единиц хранения. Ежегодно он увеличивается на 50 тысяч экземпляров. Сообщается, что каждый год на пополнение книжного фонда Чеченский государственный педагогический институт тратит более 3 миллионов рублей. Библиотеку посещает более 6 тысяч читателей. К их услугам читальный зал на 110 посадочных мест, где хранятся до 100 тысяч электронных версий учебников и художественной литературы. Власти Чеченской Республики значительно продвинулись вперед в работе по защите прав и свобод человека. Об этом заявил средства массовой информации посол по правам человека при Министерстве иностранных дел Франции Франсуа Замирай после ряда встреч, которые прошли в Чеченской Республике. По словам Франсуа Замирая, целью его визита в Грозно являлось желание ознакомиться с ситуацией в республике. Картина, увиденная мной, свидетельствует о том, что республиканские власти в работе по защите прав и свобод человека значительно продвинулись вперед. Об этом свидетельствует и пристальное внимание, которое оказывается этим вопросом президентом, парламентом и правительством Чеченской Республики. В первую очередь в защите прав человека заинтересованы сами республиканские власти, которые прикладывают максимум усилий для решения имеющихся проблем, подчеркнул посол. Центральная мечеть Грозного, сердце Чечни, которая стала победителем номинации «Проект года 2008 Евразии», присвоена премии международного журнала First Business. Церемония награждения победителя года международного журнала First Business является одной из престижнейших в Турции. На нее собираются руководители стран, высокопоставленные чиновники, известные политики, бизнесмены, дипломаты, ученые и другие известные люди. Англо-турецкий журнал, издающийся тиражом 30 тысяч экземпляров и распространяющийся в более чем 20 странах мира, ежегодно награждает выдающихся людей за заслуги в таких номинациях, как экономика, политика, управление, проект года, бизнесмен года, лучшая компания года и другие. Мечеть, как и сама возрожденная республика, стала настоящим открытием для Турции. Решение жюри было единодушным. Если бы у нас была номинация, в которой можно было бы награждать целый регион, то ее непременно получила бы Чеченская Республика, сказал главный редактор журнала Сейфулла Тюрксой. Лидер легендарной группы ДДТ Юрий Шевчук заявил в понедельник в средствах массовой информации о том, что многие ошибочно думают, что он исламофоб, а такого просто не может быть, потому что его дед был муллой. Я озвучиваю проект об истории России, в котором в частности есть место татарской и мусульманской темам. Как я могу ругать татар или чеченцев-мусульман, ведь я и сам частичка истории моей многонациональной и поликонфессиональной родины, заявил знаменитый рок-исполнитель. Очень многие склонны ошибочно думать, что я выступаю против ислама и мусульман, но позвольте, во мне течет татарская кровь, мой дед был муллой и очень уважаемым человеком, так что обвинение против меня исламофобии – это ересь. Возможно, этому способствует то, что накладывает работа, подчеркнул лидер легендарной группы. В столице Чеченской Республики началась работа по демонтажу объектов мелкорозничной торговой сети, не соответствующих требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации. По словам заместителя главы администрации Грозного Хусейна Битиева, только в Ленинском районе города сосредоточено около сотни объектов мелкорозничной торговой сети. Поскольку их владельцы не выполняют указанные требования по санитарным и иным нормам, администрация района обратилась к мэрии с просьбой отменить ранее выданные документы на их открытие. В настоящее время отменены 54 распоряжения, 30 объектов уже демонтировано, отметил Битиев. Одновременно с этим администрация Грозного ведет работу по демонтажу построек, не соответствующих общепринятым нормам и требованиям. С начала 2009 года физическим и юридическим лицам выписано 372 предписания и 141 замечание по допущенным нарушениям правил торговли на территории города Грозного. Крупнейшие оптовые поставщики нефтепродуктов Чеченской Республики подозреваются в ценовом сговоре. Причиной прокурорской проверки поставщиков нефтепродуктов стало одновременное повышение по республике в июне текущего года цен на горючее. Как сообщает электронное средство массовой информации, проверкой установлено, что стоимость бензина единовременно поднялась на 3 рубля за литр и превысила стоимость этого же вида нефтепродуктов во всех субъектах Российской Федерации в Южном федеральном округе на 1,5–2,5 рубля. Наличие одинаковых цен на нефтепродукты в различных
различных коммерческих предприятиях свидетельствует об отсутствии конкуренции и наводит на мысль о ценовом сговоре, отметил сотрудник чеченской прокуратуры. В то же время и руководитель Чечено-Ингушского управления ФАС России Мальсагов подчеркнул, что в случае не снижения цен до уровня среднерегиональных органами госнадзора будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Начиная с 1 июля в России вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса. Под запретом оказались любые игорные заведения, за исключением тотализаторов и букмекерских контор, а также клубов спортивного покера. Однако в свете последних событий нельзя не отметить, что первым, кто выступил против одноруких бандитов, стал президент Чеченской Республики. Не всеми такое решение было принято однозначно, но время показало, что он все-таки был прав, и федеральные власти все-таки последовали его примеру. Примерно такая же ситуация назревает и с ограничением времени продажи алкогольной продукции. Случайно ли это? Об этом в исследовании того, что лежит за внешней стороной события. Размышления Магомеда Нухаева. С полуночи 1 июля в России вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме специально отведенных 4 зон – в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области. На всей остальной территории страны рулетки и автоматы вне закона. Принятие данного закона вызвало широкий общественный резонанс, но несмотря на это, подавляющее большинство россиян уверены, что такие меры послужат только во благо страны. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, выведение игорных заведений за пределы городов и населенных пунктов принесет больше пользы, чем вреда, считает большинство россиян – 70 против 14%. Позитив в этом видят, как правило, те, кто не увлекается азартными играми. Под запретом оказались любые игорные заведения, за исключением тотализаторов и букмекерских контор, а также клубов спортивного покера. Рулетки и игровые автоматы отныне могут работать только в 4 специально отведенных зонах, которые до сих пор существовали только на бумаге. Однако теперь власти надеются, что участники рынка отнесутся к этим планам всерьез. 244-й федеральный закон с 1 июля прекращает деятельность лишь игровых залов, казино. При этом этот закон не касается деятельности лотерей, лотерейных клубов, букмекерских контор, тотализаторов и розыгрышей с использованием интернета. Многие чиновники уже выразили уверенность, что ряд заведений попытаются перепрофилироваться под лотерейные клубы и интернет-кафе, что требует законодательного регулирования. Российские власти также ожидают, что ряд самых отважных предпринимателей попытаются продолжить подпольную деятельность игорных заведений. Ожидается, что эти клубы ничем, кроме самоназвания, не будут отличаться от игорных. Поэтому в затянувшейся эпопее борьбы государства с игорным бизнесом сегодня рано ставить точку. Во многом, потому что в этой борьбе государство часто вынуждено бороться с самим собой. Если сегодня организаторы игорного бизнеса повесили табличку, вывеску, что это клуб спортивного покера, то ничего общего с видом спорта, естественно, игра в этом заведении не имеет. Срок вступления в силу 244-го закона постоянно откладывался. Ожидалось, что закон должен был начать действовать еще с 1 января 2009 года, однако и этот срок был продлен на полгода. Формально, чтобы закончить со всеми приготовлениями и дать игорным воротилам последний шанс перепрофилировать свой бизнес. Я думаю, что мы будем даже заниматься другим бизнесом. А уже определились, каким? Да, сдавать в аренду все помещения. У нас большие помещения здесь, в центре Москвы, и я думаю, что это хороший бизнес. Между тем, в свете последних событий нельзя не отметить, что первым, кто выступил против игры в казино, стал нынешний президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Недолго думая, он встретился с бизнесменами, заправляющими в республике этим бизнесом, и объяснил всю сложность и негативную сторону данной ситуации. Инициатива была полностью поддержана второй стороной. 2 августа 2005 года Чеченская Республика стала первой республикой, которая запретила у себя игорный бизнес. Запрет в первую очередь коснулся залов игровых автоматов. Казино в классическом понимании в республике никогда не существовало. На тот момент в регионе действовало около 60 игорных заведений. В каждом из них насчитывалось от 10 до 20 игровых автоматов. Свое решение Рамзан Кадыров объяснял тем, что игровые заведения не соответствуют нормам исламской морали
морали. Если не вмешаться в ситуацию, в будущем будет труднее ее урегулировать. Однако некоторые представители правоохранительных органов связывали его с более весомыми причинами. По их мнению, часть неконтролируемых доходов от одноруких бандитов прямиком отправлялась на поддержку бандитов настоящих. Как бы там ни было, уже через неделю после заявления, к примеру Кадырова, последовала Ингушетия, а через 2 месяца Северная Осетия. А спустя 16 месяцев, в декабре 2006 года, закон о регулировании игорного бизнеса был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Предпринимаемые Кадыровым меры зачастую бывают нестандартными, и другие политики за проявление той или иной инициативы обвиняют чеченского лидера в необдуманности своих решений. Но уже через некоторое время они признают свою неправоту. Так было с игорным бизнесом и угрозой приостановить действия оператора сотовой связи «Мегафон». Увольнение руководителей районных и городских администраций, ужесточение контроля по продаже алкогольной продукции на территории республики или с введением президентской программы по духовно-нравственному оздоровлению общества. Все это свидетельствует о том, что Рамзан Кадыров с первых дней своего пребывания в политике добился значительной консолидации властных ресурсов в своих руках. Приоритетных направлений у чеченского президента очень много, но все они сводятся к одному – восстановлению экономики. Жизнь людей – это основная его забота. По мнению Рамзана Кадырова, необходимо вернуть всех, кого война заставила бросить свои дома. Чеченская республика снова должна стать многоголосой и многонациональной. Сила республики всегда заключалась в дружбе народов, основанной на добре и толерантности. Здесь православные восстанавливают мечеть, а мусульмане – церкви. Чеченский народ всегда был мудрым в своей вере и уважительным к чужой. Сегодня перед российскими властями стоит еще один немаловажный вопрос – потребление большого количества спиртных напитков. Монополия на спирт и борьба с пьянством стала вновь темой номер 1 для федеральных властей. Несколько дней назад на встрече с главой Минздрав соцразвития России Дмитрий Медведев предложил принять государственную программу по борьбе с алкоголизмом. Также алкогольную тематику недавно поднял премьер-министр страны Владимир Путин. В беседе с главой Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен Владимир Путин заявил, что Россия должна следовать рекомендациям ВОЗ популяризации здорового образа жизни и готова объединить с организацией свои усилия в этой сфере. Чуть позже на встрече с руководителями думских фракций премьер отметил, что считает необходимым рассмотреть вопрос о государственной монополии на спирт. Такое предложение внес спикер Госдумы Борис Грызлов. А в Московской городской думе последние дни обсуждается инициатива по возрождению широко известных в советские времена лечебно-трудовых профилакториев для алкоголиков, так называемые ЛТП. В начале этого месяца исполняется 15 лет с момента, как в стране было закрыто последнее такое учреждение. Если законопроект получит одобрение среди политиков, то пьяницы наркоманов, совершившие в год 2 раза административное нарушение, в принудительном порядке будут отправлять на лечение. Хорошо забытая практика должна снизить количество наркоманов и алкоголиков на улицах страны. Впрочем, данная практика пока еще на бумаге, и будет ли она реализована в стране в ближайшем будущем, неизвестно. А вот в нашей республике к данному вопросу подошли со всей строгости, да еще и заблаговременно. То же самое даже хуже, чем это, именно, является новым европейским. Я сегодня подписал указ, сюда проект, я не знаю, где это сегодняшнего дня. Республика, только в Шинсаке, веду кандидат. Указом чеченского президента 17 февраля текущего года в республике ограничено время розничной продажи алкоголя, содержащей более 15% этилового спирта. В сутки разрешено продавать алкоголь, превышающий данный процент спирта, всего 2 часа с 8 до 10 часов. А для всех торговых объектов, расположенных вблизи школ, а также объектов, входящих в дорожную инфраструктуру, разработан и доведен ассортиментный минимум, из которого исключена любая спиртосодержащая продукция.
По мнению главы республики, злостное пьянство несет одинаково с наркоманией угрозу для общества. Причиной ужесточения продажи алкоголя он назвал увеличением числа преступлений и правонарушений, совершенных вследствие алкогольного опьянения, а также тем, что это желание и воля большинства граждан республики. Как отмечает глава региона, в противовес пагубным явлениям необходимо продолжение и усиление работы по созданию в республике условий для здорового образа жизни. Особенно важно продолжать политику духовно-нравственного воспитания молодежи, сохраняя уже достигнутые результаты. Когда мы объявили только игорный бизнес, а я шаверики, игорный бизнес, проблема это федерального масштаба. Мы заявили свое мнение, а вы ее положили. У нас не должно быть игорный бизнес. И сен должен быть любой алачный, вы испытательный доход, когда вы это вы не истихадим делать это больше. Сюда вы тоже вот именно по России, молодежная политика, именно алкоголизм, вопрос поднимает Госдуму, везде. Мы боролись с этим, когда сюда вы по линии, именно духовное, нравственное воспитание, Бог, шарик чудовищ, когда сайолог, да, юбкается, когда это здоровое население, когда. Ну а теперь история Чеченской Республики в зеркале времени. Обзор ключевых событий нашей истории за июль месяц. На этой неделе в обзор вошли приезд Толстого в укрепление Староюртовское, упразднение Веденского и Аргунского округов, разгон Первой Государственной Думы, день рождения знаменитого танцовщика, народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева и заявление ОКЧН о выходе из состава СССР и РСФСР. Итак, хронология памятных дат истории Чеченской Республики, возвращенные из небытия. 14 июля 1831 года недалеко от укрепления Тангичом предательским выстрелом в спину убит Байбулат Таймиев. Таймиева можно считать первым чеченским дипломатом, потому что именно он в разгар столкновений горцев с регулярными войсками предпринимал немало усилий для переговоров. Таймиев был гибким политиком и дипломатом. Интересы своего народа он хотел совместить с интересами России, чтобы гарантировать добрососедские отношения. В этой связи он неоднократно встречался и с царским наместником на Северном Кавказе генералом Ермоловым. Таймиев устанавливал также дипломатические контакты в Иране и Турции. В очерке «Путешествие Арзрум» великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин пишет: «Славный Байбулат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений. Они обедали у графа Паскевича. Слава Таймиева разнеслась по всему Кавказу. Власти несколько раз старались подкупить его, заманивая к себе на службу. Поняв, что уговорами и деньгами его не заставить отказаться от борьбы, царская администрация прибегла к коварству». 6 июля 1851 года Лев Николаевич Толстой переезжает в укрепление Староюртовское. В Чечню Толстой прибыл в апреле 1851 года и пробыл здесь до 1854 года. Именно здесь, на Кавказе, и начинается его литературная деятельность. Здесь он завершает и свое первое произведение «Повесть детства», с публикацией которой и происходит писательская слава. Впоследствии Толстой скажет, что Кавказ – это испытание силы и достоинства человеческого характера, с одной стороны, и восхищение бытом кавказских народов, не знавших крепостного гнета, с другой. Толстой остается одним из наиболее любимых чеченцами русских писателей. К примеру, несмотря на то, что в результате двух войн в республике почти не осталось памятников, памятник Толстому в станице Старогладовская Шелковского района сохранился. Здесь же находится и музей писателя, который удалось отстоять местному населению. 1 июля 1883 года с высочайшего соизволения в Чечне упраздняются Веденский и Аргунский округа. Тем же решением образовывается Терская область в составе новых 4 округов – Владикавказский, Грозинский, Начинский и Хасавюртовский. Кроме того, в Терской области создаются 3 казачьих отдела – Сунжинский, в состав которого вошла Ингушетия, Пятигорский и Кизлярский. До этого область делилась на 7 округов – Начинский, Владикавказский, Грозненский, Аргунский, Веденский, Хасавюртовский и Кизлярский. Деление на округа и на участки было не по национальному признаку, а чисто территориальное, то есть в территорию округа или участка могли входить как горские аулы, так и казачьи станицы. Принятые меры, по мнению руководства, должны были способствовать умиротворению горского общества и укреплению порядка в крае.
Летом 1906 года, ввиду того, что Первая Государственная Дума оказалась недостаточно послушной, царское правительство разогнало ее и объявило о своем решении созвать Вторую Государственную Думу. Депутатом как Первой, так и Второй Государственной Думы от Терской области стал чеченец Таштамир Эльдерханов. Известный чеченский просветитель, партийный и государственный деятель Эльдерханов родился 1 апреля 1870 года в селении Ехи. После распуска Думы Таштамир Эльдерханов возвращается в Грозный, но власти запрещают ему преподавание в школах Терской области, и он уезжает в Баку, где и работает в области просвещения вплоть до февральской революции. После окончания гражданской войны Таштамир Эльдерханов избирается председателем Ревкома Чечни, затем и председателем Чеченского областного исполкома. Эльдерханов работал также председателем Национального совета в краевом исполкоме города Ростов-на-Дону. В 1929 году он вернулся в Чечню, где занимал ответственный пост в Грознефти. В 1921 году декретом ЦИК РСФСР была создана автономная Горская социалистическая республика со столицей во Владикавказе. В состав республики входило 6 административных округов, в том числе Ингушский и Осетинский. Чуть позже, 7 июля 1924 года, постановлением все того же ЦИК об образовании Ингушской автономной области в составе РСФСР с выводом из состава Горской республики создается Ингушская область. Примерно в эти же дни создается и Северо-Осетинская автономная область, причем административные центры двух областей располагаются во Владикавказе. Ингушская автономная область просуществовала лишь 10 лет, но за эти годы были достигнуты значительные успехи во всех сферах жизнедеятельности. Чуть позже постановлением в ЦИК РСФСР от 1933 года Орджоникидзе был передан Северной Осетии, а в 1934 году была образована Объединенная Чечено-Ингушская автономная область со столицей в городе Грозном, куда и вошла Ингушская область. 15 июля 2024 года родился знаменитый танцовщик, народный артист Махмуд Эсамбаев. Одаренный от природы необыкновенно выразительной пластикой тела, высоким ростом, совершенным музыкальным слухом и феноменальной памятью, Махмуд танцевал с тех пор, как помнит себя. Великий танцовщик Махмуд Эсамбаев ушел из жизни в начале 2000 года. Ему исполнилось 75 лет. По традиции его должны были похоронить в чеченском родовом селении Старые Атаги. Но война не позволила соблюсти традицию. Эсамбаева похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Близкие говорят, что военные события в Чечне ускорили смерть этого человека. В последние годы Махмуд жил с болью в душе. Как утверждают хорошо знавшие его люди, он страдал не меньше своих истерзанных земляков. Еще в 1995 году Махмуд в присутствии сильных мира сего проклял разжигателей Чеченской войны. В июле 1991 года Второй съезд ОКЧН заявил, что Чеченская республика не входит в состав СССР и РСФСР. Национальные отношения стали одним из сложнейших вопросов становления российской государственности. В начале 1990-х годов обозначились первые серьезные кризисные проявления в существующей системе государственного устройства СССР. В ноябре 1990 года на Первом съезде Общенационального конгресса чеченского народа была принята декларация о государственном суверенитете Чеченской республики. Вскоре под давлением Верховный Совет Чечено-Ингушетии принял декларацию о государственном суверенитете. Однако это не удовлетворило ОКЧН. Осенью 1991 года, после августовского путча, Москва впервые была вынуждена решать проблему отношений с Грозным и практически сразу подошла к грани прямого вооруженного вмешательства, что и явилось предтечей двух военных кампаний в Чеченской республике. 5 июля 2003 года на территории Тушинского рынка Москвы, который примыкает к аэродрому, где проходил рок-фестиваль «Крылья», с интервалом в 15 минут прогремели 2 взрыва. Во время взрыва погибли 16 человек, около 20 ранены. По данным МВД, взрывы совершили 2 женщины-смертницы. Сотрудники МВД не впустили 2 смертниц на территорию Тушинского аэродрома, где в это время шел концерт. Смертницы подорвали себя рядом с местом проведения концерта, около касс. Мощность 2 взрывов в Тушино составила 1 килограмм в тротиловом эквиваленте, сообщил тогда министр внутренних дел Борис Грызлов. По его же данным, одно взрывное устройство взорвалось, второе лишь детонировало. На месте теракта на аэродроме Тушино следователи обнаружили паспорт одной из шахидок-смертниц на имя жительницы Чечни Зулихан Лихаджиевой, 1983 года рождения, уроженки села Курчелой. 3 мальчика из Дади Юрта – Айбулат Розен, Петр Захаров и Бота Шамурзаев. Вывезенные с родины, все они стали знаменитыми людьми, но по-разному сложились их судьбы. Судьба Айбулата вообще малоизучена, и, наверное, исследователям еще предстоит о нем многое узнать.
Академик Российской академии живописи Петр Захаров умер от чехотки на взлете славы в далеком Санкт-Петербурге. А третий, Бота Шамурзаев, дожил до седин и умер в почете и славе на родине. Но как бы ни складывались обстоятельства, куда бы ни забрасывала их судьба, все они были чеченцами, и родина у них была одна. Рубрика «Жизнь замечательных людей» об офицере Боте Шамурзаеве. 15 сентября 1819 года с рассветом по приказу небезызвестного покорителя Кавказа генерала от артиллерии Алексея Ермолова был окружен и разорен дотла аул Дады-Юрт. Предпочитая гибель позорному бегству, погибли практически все жители села, в том числе женщины и дети. Среди нескольких пленников было два мальчика. Один 6-летний, другой, раненый 4 лет, был подобран к сердобольным русским солдатам из-под тела убитой матери. Вывезенные в Петербург, они стали знаменитыми людьми. Блестящий российский офицер, талантливый Наиб Шамиля, затем в воле трагических обстоятельств снова майор царской армии Бота Шамурзаев и академик российской живописи, чьи знаменитые произведения на академических выставках имели подпись «Захаров, чеченец из Дади-Юрта». В событиях Кавказской войны немалую роль сыграл один из этих мальчиков, офицер царской армии Бота Шамурзаев. Согласно легенде, Шамурзаев – один из возможных прототипов героя поэмы Лермонтова «Измаил Бей». Бота был родом из аула Харачой, оттуда дед Боты, который с семьей переселился на Кумыкскую равнину, в аул Дады-Юрт. В одно время Бота носил фамилию Харачаев. Во время уничтожения аула он был взят в плен и детство провел в семье будущего участника восстания декабристов, подполковника барона Розена, брата генерала главного управляющего на Кавказе. Позже, уже будучи молодым человеком, Бота служил в конвое наместника польского великого князя Константина Павловича. Ему прочили блестящую карьеру царского офицера, перед ним лежала широкая дорога к почестям и отличиям, и предложили креститься. Он отказался и попросил перевести его в Чечню, по которой никогда не переставал тосковать. Царевич Константин, хорошо относившийся к Боте, удовлетворил его ходатайством, и офицер был переведен служить на Кавказ. Возвратившись на родину, он поступил на службу переводчиком к начальнику левого фланга. Здесь, на Кавказе, не выдержав притеснений и издевательств генерала Пула над мирными чеченцами, он перешел на сторону Шамиля, где, отличившись, был назначен наибом Мичика, затем и старшим наибом Большой Чечни. С тех пор имя Боты начинает очень часто произноситься на кумыкской плоскости, на Сунже, на Тереке и даже за Тереком. Однако карьеру Боты Шамурзаева в Имамате сгубили соперничество между наибами и их чрезмерное корыстолюбие. На него одна за другой шли жалобы местного населения. Его строгость вооружила против него большую часть подчиненных. Интриги недоброжелателей способствовали тому, что Бота впал в немилость у Шамиля и лишился наибства и был смещен. В конце 1851 года он вместе со своим семейством вышел к царским войскам. Российское командование, стремясь ослабить Шамиля и развалить высшее руководство имамата, доброжелательно принимало отошедших от него соратников. Более того, шамилевских наибов и кадиев привлекали на русскую службу, оставляя им прежние звания и полномочия. Царизм закреплял свой союз с верхушкой имамата, официально признав необходимость ее использования. В русле этой политики российского правительства и кавказского командования совершенно естественно, что Бота Шамурзаев также был принят российской стороной весьма радушно. Борятинский по достоинству оценил его. Бота был опытным и храбрым воином, превосходно знавшим все уголки Чечни и способным оказать большую помощь российским войскам. Ему купили дом в крепости Грозной, выдали крупную сумму денег. Вскоре он был назначен и качкалыковским наибом. Бота вполне оправдал себя, он стал советником и правой рукой Борятинского, бесценным помощником в походах. Без него с 1852 года не обходился ни один поход российских войск в Чечне вплоть до окончания Кавказской войны. Продвижение российских войск по Большой Чечне в начале января 1852 года во многом обеспечивалось прежде всего умелыми действиями главного проводника и героя похода Боты, который направлял войска так искусно, что они обходили все встречавшиеся на пути препятствия. Чрезвычайно важную роль в действиях князя Борятинского в эту эпоху, даже роль ближайшего советника и отчасти руководителя его деяний в неприятельской земле, играл Бота, отмечал Волконский. Мы утверждаем вполне достоверно, что по указаниям этого человека, знавшего Шамиля, чеченцев и всю Большую Чечню, как свои 5 пальцев, была предпринята и ведена князем Борятинским январская экспедиция 1852
года. Российские власти щедро вознаградили Бату за январскую экспедицию. По ходатайству Борятинского ему был возвращен чин поручика и назначена пенсия в 400 рублей в год. Офицерский чин был дан и его сыну, участвовавшему в походе. После этого похода Бата вышел на новый уровень сотрудничества с российским командованием и стал фактически советником наместника Кавказа Воронцова по Чечне. Вместе с наместником он обсуждал вопросы обустройства чеченцев, их возвращения на равнинные земли и административного управления, о чем Воронцов сообщает Борятинскому в письме от 21 марта 1852 года. Так что Бата участвовал не только в военных экспедициях, он и в созидательной деятельности убеждал наместника предоставить чеченцам для поселения земли в треугольнике между Герзель-аулом, Умахан-юртом и Амир-Аджи-юртом, далее до Аксая. Исследователь Блиев считает, что Баташа Мурзаев стал вторым в XIX веке после Бейбулата Таймиева политическим деятелем общественного масштаба, стремившимся к верховной власти над всей Чечней. При этом он подчеркивает, что в случае с Батой поиски нравственности в современном цивилизованном представлении о ней по меньшей мере малоплодотворны. Более важным для политика того времени было точное видение главных проблем народа, оказавшегося на сложном изломе своей истории, и пути решения этих проблем. Российское командование решило поселять переселенцев из имамата на Кумыкской плоскости между Тереком и Аксаем. Здесь в начале 50-х годов XIX века были основаны 3 селения – Ойсунгур, Кадыр-Юрт и Истису, объединенные в Качкалыковское наибство. Наибом его и был назначен Баташа Мурзаев. Около селения Истису было построено и военное укрепление для защиты переселенцев. Поражению Шамиля способствовала и политика Борятинского в отношении новой горской знати, выросшей в имамате вопреки воле самого имама, который был не в состоянии остановить действия общих закономерностей развития общества. Наместник всегда был готов морально и материально содействовать идейно-политическому перерождению наибов имама, понимая, что они могут стать политической опорой, союзниками России. Когда позволяла политическая ситуация и когда это отвечало интересам России, шамилевских наибов и кадиев привлекали на русскую службу, оставляя им прежние звания и полномочия. Как уже отмечалось выше, перешедшему на сторону России наибу Шамиля Батеше Мурзаеву был куплен дом в Грозном и выдана крупная сумма денег. Он стал советником Борятинского и проводником российских войск в Чечне. После окончания русско-кавказской войны Баташа Мурзаев получил за заслуги перед царем более 500 десятин, около 600 гектаров земли. Рассказывают, что в ходе военной операции в Дади-Юрте в плен попал еще один 2-летний малыш – Азибай Айбулат. Его взяли на воспитание прапорщик Нижегородского драгунского полка. В Варшаве, где бывший прапорщик служил после Кавказа, мальчика крестили и нарекли по имени восприемника – великого князя Константина. Под этим именем Константин Михайлович Айбулат Розин он и вошел в историю русской поэзии. Его романтической лирике были свойственны восточные мотивы. Его стихотворение «Смерть» часто перепечатывалось и даже переписывалось Лермонтову. 3 мальчика из Дади-Юрта – Айбулат Розин, Петр Захаров и Баташа Мурзаев. 3 имени и 3 судьбы. Вывезенные с родины, все они стали знаменитыми людьми, но по-разному сложились их судьбы. Судьба Айбулата вообще мало изучена, и, наверное, исследователям еще предстоит о нем многое узнать. Академик российской живописи Петр Захаров, чьи знаменитые произведения имели подпись «Захаров, чеченец из Дади-Юрта», умер от чехотки в молодом возрасте, на взлете славы в далеком Петербурге, с тоской о родине и под чужим именем. С 3 лет не слышавший родной речи, выросший в русской семье и воспитанный в лоне другой культуры, он упорно выводил всякий раз на законченном полотне «Чеченец». Родина бывает только одна. 3-й блестящий российский офицер и талантливый наиб Шамиля дожил до седин и умер в почете и славе на родине, под своим именем и в кругу своих соотечественников. Но как бы ни складывались обстоятельства, куда бы ни забрасывала их судьба, все они были чеченцами, и родина у них была только одна. Ну вот, собственно, все, о чем мы хотели рассказать вам в этом выпуске. Увидимся ровно через неделю. С вами был Валет Генаев. Берегите себя. До встречи.